Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как родной дядя воткнул нож в шею племянника. Помираем. Живой. Уже хорошо. И что привело к конфликту. Дележкой, да, типа, у тебя здесь ничего нет, ты здесь вообще никто. Покажем, что осталось от автомобиля после того, как Subaru влетела в припаркованную «Газель» на улице Кулахметова. Пострадал водитель иномарки. Документ ничего не мог найти. Прострация. Его увезли на скорую. И как на улице Малая Печорская двое молодых людей разгромили «Ладу». А также водитель такси с признаками опьянения протаранил другое такси, водитель которого остановился на красный сигнал светофора. Совершенно трезвый. Запах это с 9 как февраля, там уже ноября. Все это в ближайшие 10 минут. Удар ножом в шею и область лица получил 22-летний молодой человек во время конфликта со своим родным дядей в комнате общежития на улице Беломорская в Казани. Отношения родни испортил квартирный вопрос. Они не могли поделить жилплощадь. На комнату, в которой никто не жил, у каждого из мужчин были свои планы. Договориться они не смогли. Алкоголь пониманию друг друга также не способствовал. Как итог, за жизнь одного борются врачи. Второй может на несколько лет сменить место жительства на места лишения свободы. Помираем. Живой. Уже хорошо. 22-летнего молодого человека срочно госпитализировали. Удар ножом пришелся ему в область шеи и лица. Да, родственники, племянник, дядька племяннику повезло. Сказали, срочно надо отвезти. Экстренное что-то. Ну, если сонная артерия задета, то там. Весь конфликт этот мужчина слышал от начала до конца. Говорит, рад бы всего этого не знать, но 48-летний мужчина, ныне подозреваемый, живет прямо у него за стеной. Деться было просто некуда. Да я спать не мог. Как там уснешь? И системка вот такая, а там тебе больше. Рассказывает, племянник пришел к своему дяде выяснить отношения. У них возникли разногласия по поводу использования недвижимости. В этом общежитии у семьи 2 комнаты. В одной, что поменьше, жил сам дядя, вторая побольше пустовала. Дележкой, да, хотели запустить людей жить, а мужик, короче, Женя, он против был. Он говорит, я хочу туда поехать жить, сюда запустить. И у них тут дележка на, типа, у тебя здесь ничего нет, ты здесь вообще никто. Вот напились, короче, что-то у них там драка, и он ему порезал шею. Нападавший сам вызвал и скорую помощь, и полицию. И пока они ехали, сильно переживал за состояние родственника. Он тут кричал, сейчас умрет. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Как квалифицируют его действия стражи порядка, станет ясно после завершения доследственной проверки. Процессуальное решение будет зависеть и от тяжести нанесенного молодому человеку ранения. Рания Абдрахманова, «Вызов 112». Неизвестные ночью разгромили «Ладу» 14-й модели, припаркованную у одного из домов на улице Малопечорская в Казани. Очевидцы сообщили, что у автомобиля видели 2 молодых людей с ножами в руках. Видимо, ими они и разрезали все 4 колеса. Помимо этого повредили капот. Судя по всему, на нем просто прыгали и разбили лобовое стекло. Полицейские расценивают эти действия как хулиганство. К моменту прибытия стражи порядка погромщики с места скрылись, но жители дома их видели и остались записи с камер наблюдения, которые сейчас изучают полицейские в рамках оперативно-розыскных мероприятий. «Шевроле Круз» с разбитой передней частью и без госномеров привлек внимание очевидцев, автоинспекторов на улице Вишневского. Машину остановили, а к водителю появилось много вопросов. Во-первых, водительского удостоверения молодой человек предъявить не смог. Права он просто не получал. Во-вторых, на этом автомобиле нельзя выезжать на дороге даже после окончания автошколы. Машина не стоит на учете в ГИБДД, поэтому и нет номеров. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Забрать его владелец сможет также только на эвакуаторе. Задержание стало стимулом стать полноправным водителем. Молодой человек рассказал, что на учет автомобиль теперь обязательно поставит и сам займется получением водительского удостоверения. Признаки опьянения обнаружили автоинспекторы и водителя «Фиата Альбеа», который вечером остановили на проспекте Имашева для проверки документов. Пассажирка иномарки рассказала, что не понимает, зачем ее спутника отвели в патрульный автомобиль. Мужчина, по ее словам, совершенно трезв, и скрывать ему нечего.
Водители пока отстраняем присутствие вас от управления. Фиат Альбеа автоинспекторы остановили на проспекте Ямашева для стандартной процедуры проверки документов и оценки состояния водителя. С документами у мужчины все было в порядке, а вот его состояние вызвало у сотрудников дорожно-патрульной службы вопросы. У мужчины были признаки опьянения. Предлагаю пройти освидетельственное состояние алкогольного опьянения с использованием прибора алкотестер. Согласны пройти освидетельственное? Слышали? Отказываются. Его спутница уверяла, водитель совершенно трезв и не понимала, почему у автоинспекторов возникли сомнения. Но мужчина, понимая, что за этим последует, на все вопросы сотрудников дорожно-патрульной службы отвечал отказом. Так как водитель отказался от прохождения освидетельственного состояния алкогольного опьянения с использованием прибора алкотестер, данному водителю выделяю законные требования проекта медицинского учреждения для прохождения медицинского освидетельственного состояния алкогольного опьянения. Согласно проекту медицинского учреждения? Слышали? Отказываются. Теперь мужчину ждет суд, который, по всей вероятности, лишит его водительских прав на срок до 2 лет и наложит штраф в 30 тысяч рублей. Ответственность за отказ от медицинского освидетельствования точно такая же, как и за вождение в нетрезвом виде. Риана Бахтиева, вызов 112. На улице Кулахметова водитель «Субару» на огромной скорости влетел в припаркованную у края проезжей части «Газель». Ее водитель едва успел дойти до дома, хотел перекусить и снова поехать на работу. Развозил строительные бригады. Но сильный грохот за окном внес коррективы в его планы. Пьяный, его увезли на скорую. Очевидцы в один голос утверждают, адекватным водителя «Субару» назвать было сложно. Документ ничего не мог найти. Прострация. С последствиями столкновения очевидцы его состояние не связывают. Скорее, говорят, это было причиной аварии. Тормозного следа на асфальте не осталось. Вероятно, водитель иномарки даже не пытался сбавить скорость. Удар был таким, что без малого 2-тонный микроавтобус выбросило с дороги на газон. Посаженное недавно дерево не смогло выдержать такого натиска. Задняя часть «Газели» искорежена, повреждена подвеска колес, двери не закрываются. Водитель рассказывает, от момента остановки до сильного грохота прошло максимум минут 10. Пошел что-то покушать, уехать. Владелец микроавтобуса живет в этом же доме и также выглянул в окно, услышав сильный грохот. Он первый прибежал на место. Рассказывает, водителю иномарки на вид лет 50, может чуть больше. На вопросы о самочувствии отвечал неохотно. Праздник, сказал. Сам водитель, я не знаю, или пьяный, или как несколько сразу скоро вызвал. Весь салон иномарки был в крови, включая сработавшие подушки безопасности. Травм у водителя, вероятно, было бы меньше, если бы он был пристегнут ремнем безопасности. Но в замке торчала заглушка. Водителя срочно госпитализировали. В каком он был состоянии, станет ясно после получения анализов крови. Что он будет делать с автомобилем, решит, когда выйдет из больницы и заберет разбитую «Субару» со штрафстоянки. Стоит ли восстанавливать «Газель», владелец решит после оценки стоимости ремонта. Но при этом надеется на выплату от страховой компании. Алия Хайрудинова, вызов 112. 40-летний водитель «Хёнда» на большой скорости на перекрестке улиц Саидгалиева и Ташаяк врезался сзади в автомобиль «Москвич», водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора. Оба автомобиля – таксисты. В «Москвиче» пассажиров не было. Пассажир «Хёнда», по рассказам очевидцев, ушел вскоре после столкновения. Уйти хотел и водитель, но его задержали. Причина нежелания встречи с автоинспекторами была понятна сразу. От мужчины сильно пахло алкоголем. Алкотестер зафиксировал чуть меньше миллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого им воздуха. При этом мужчина утверждал, что совершенно трезв. Совершенно трезвый. Я трезвый и печальный. Я вообще опечален. Запах это с 9 как февраля, там уже ноября и все подряд. Легковушку мужчина взял в аренду, и теперь ему самому предстоит оплачивать ремонт обоих автомобилей. К тому же вскоре его лишат водительских прав за езду в состоянии опьянения. И чтобы выплатить штраф в 30 тысяч рублей, мужчине придется искать другую работу. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.